Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшнего гадания звучит так. Страстно влюбленный в вас мужчина шлет вам сообщение. Пожалуйста, посмотрите и узнайте, кто этот человек и что же он вам посылает. Мои милые, подумайте о своей жизни, подумайте о своем окружении, загадайте на себя. Прям так и спросите, что же страстно влюбленный в меня мужчина хотел бы мне сказать? Кто он? Кто этот человек? О чем желает поговорить? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте-ка посмотрим на страстно влюбленного в вас кавалера. Что же он желает вам сказать? Что же желает вам рассказать? Так, смотрите, человек, который вышел, у него имя на букву «Л». Либо это его имя, либо он все кричит про свою любовь. Да, говорит, мое имя любовь, любовь к моей прекрасной принцессе, к моей прекрасной девочке, моей богине. Смотрите, либо на «Л» имя, либо действительно он говорит, кричит, что я любовь. Через 4 периода времени у вас с этим человеком будет какая-то встреча, либо какой-то разговор. То есть человек придет к вам на разговор. Причем разговор будет касаться именно вас и помощи. То есть человек придет на разговор и будет вам стараться навязаться в помощь, в помощники, либо оказать вам помощь. И вы сразу поймете, что это он. Возможно, он вам и признается в своей любви, а возможно, он просто постарается втиснуться в вашу жизнь, к вам, вот как-то в доверие войти, да, начать с вами просто общаться. Я хочу сказать сразу, что у кого-то человек женат и не имеет права на то, чтобы с вами иметь любовь, а у кого-то человек, ну, скажем так, нерешительный, но придет его время, и он обязательно совладает со своим страхом, совладает со своими переживаниями, будет к вам проявляться. Проявления будут достаточно, вот я сказала, да, вот дружеские, помощь, там, разговоры какие-то будут вести, там, я не знаю, там, навязываться в помощники, в подсказчики, то есть как бы опосредованно начнут входить в вашу жизнь. Если мужчина не свободный, то тут, к сожалению, будет именно такая трагическая любовь на расстоянии. Вот смотрите, мужчина не свободный, вы для него идете, вот он, вернее, по русалке, да, видите, голова, тело, и вот она русалка с вот русаличьим хвостом, девушка. То есть он будет о вас просто до бесконечности мечтать, молиться за вас, на вас, и вот вы будете его фантазийной женой, по-другому и не скажешь. То есть человек не сдвинется с места, человек не сможет порвать ту свою прошлую жизнь и не сможет вам подарить новую счастливую. Если вы уже с ним в отношениях, то есть это ваш, ну, например, любовник, женатый мужчина, он может там вам обещать, прочее. Нет, он не уйдет, он не сможет оттуда уйти, его там очень крепко держат, плюс он и сам такой, знаете, вот робкого десятка, я называю таких людей, стеснительный и боязливый. Что вы можете от этого человека получить? Какой-то большой ценный подарок. То есть человек может вам что-то подарить нужное, важное и ценное. То есть себя-то он вам не даст в качестве мужа, но подарить вам, например, там автомобиль, либо, может быть, даже квартиру, это можно. Можно у него будет, ну, скажем так, выпросить, да, ну, утрированно говорю, то есть я не вижу, чтобы вы выпрашивали, он может вам как, ну, компенсационный подарок сделать, понимаете, вот это я вижу. С вами остаться, уйти от семьи, от жены, нет, он не сможет, разве что она его прогонит только в таком случае, в таком формате. Я не вижу, чтобы она желала его прогонять, он ей сам нужен. Может быть, не для любви, но для того, чтобы ее, например, обеспечивать, либо обеспечивать ей какой-то определенный комфорт, стандарт уровня жизни, да, к которому она привыкла. Так, мои дорогие, с женатым, ну, серьезно, да, то есть тут могут быть чувства, тут могут быть эмоции, но
То, что он вам говорит, делите на 3. То есть он вам явно, заведомо понимает, что он врет, но он вам обещает, он говорит, там завтра, послезавтра, она там болеет, мы там подали документы, но они потерялись, ну и прочее, прочее. То есть, понимаете, вот вы уже сами догадываетесь, что он не совсем честный с вами. Ну, как бы это правда, это так и есть. Он будет любить вас, он действительно честно, искренне, преданно любит вас, но ничего с этим поделать не сможет в плане того, что там развестись, уйти и быть с вами. Здесь эта любовь может длиться просто бесконечно. Да, он может потратить всю вашу жизнь на ожидание, но и так вам, к сожалению, не прийти. Так, что касается мужчины свободного, он очень скромный, он очень зажат, он очень закомплексованный. Причем его все основные вот эти зажимы и комплексы активируются рядом с вами. То есть, в принципе, человек может быть яркий, человек может быть активный, человек может быть такой, знаете, вот прям душа компании, шутник, там, остряк и прочее. Но когда он оказывается рядом с вами, у него, извините, язык в одно место залазит, да, и он тише воды, ниже травы. 2 слов связать не может. То есть, как бы, да, у него какая-то реакция идет на вас, прям как заморозка, да, он впадает в заморозку, и он и слова вымолвить не может. Он настолько сильно теряется в вашем присутствии. Вот этому человеку, конечно, потребуется время, потребуется, скажем так, время на то, чтобы раскрыться. Да, он будет это делать очень медленно, потому что вы классная, потому что вы, вы просто опалили его сердце. Что тут скажешь? Вы на него посмотрите, и все, у него дар речи сразу же пропадает. Возможно, вы догадываетесь, о ком я говорю. Возможно, вы уже начали с ним общаться. Но, опять же таки, общение очень странное. Вы его не понимаете. Вы не понимаете его реакцию на вас. А я вам скажу, это любовь. Человек влюбленный, человек действительно теряется. Вы для него божественная, вы для него ангел, вы для него богиня. Понятно, что ему, простому смертному, как-то не по себе рядом с вами, с божеством. Настолько сильно вы его пленили, настолько сильно вы в его сердце вошли, да, что он прям уважает, понимаете, уважает и боится вас, почитает вас. Что будет с этим человеком? Будет потихонечку проявляться, как может, как умеет, пока не попривыкнет. Он должен привыкнуть, должен пройти этот первый страх, первые вот эти вот эмоции. Потом мужчина будет медленно, но активно проявляться в вашу сторону. Главное, чтобы ваши отношения не разбились о его какую-то, может быть, несостоятельность. Он может думать, что я там не могу заработать много, я не могу подарить ей какой-нибудь там Cartier, да, я не могу ей что-то дорогое дать, да, ценное, а она ведь богиня, да, она достойна очень дорогих подарков, а я, например, обычный мужчина, там, не знаю, обычный менеджер. Это очень важно, убедить этого человека, что вам не подарки нужны, а хорошее, доброе отношение. И что если он с головой парень, да, то он может очень многого добиться. Главное не сдаваться и главное верить в себя. Ведь, знаете, миллионером можно стать в абсолютно любом возрасте. При желании, в принципе, человек может добиться абсолютно всего. Вы ему должны это подсказывать, вы должны ему это говорить. Вы знаете, вот эти отношения, они очень добрые, очень теплые, поучительные идут. То есть вы этого человека будете чему-то учить, а этот человек, соответственно, будет дарить вам свою преданность, свою любовь, свое сердце. Это человек однолюб. Влюбившись в вас один раз, он никогда уже от вас не откажется. Человек может быть немножечко, знаете, вот как не договаривать о себе, о своем прошлом. Какие-то вещи он может скрывать, боясь вас разочаровать, либо боясь того, что вы от него отвернетесь. Я не вижу, что эти отношения слишком прогрессивные. Эти отношения больше какие-то вот по тормозам, да? То есть шаг вперед, 2 назад. Но тем не менее, эти отношения им место быть, они могут развиваться, причем они могут войти в активную фазу, а там уже, извините, и брак, да? Там уже и свадебка у вас может быть. Детки могут быть с этим человеком, либо совместные детки, либо вы можете, вплоть до того, что, я не знаю, там усыновить, либо взять кого-то на воспитание, да, вот какой-то момент. Я просто не могу понять, я вижу у вас детей, но я так понимаю, что, у вас могут быть дети, у него могут быть дети, но откуда у вас совместные дети? Либо это на воспитание, либо вы за чьим-то ребенком будете присматривать. То есть вот такой момент у вас происходит. У вас в центре пара.
пара, но опять же таки тут прям такой главный момент идет на женщину, потому что женщина принимает решение. Женщина судит, да, она судит мужчину по его поведению, по его какому-то движению к ней, и она принимает решение, будет она с ним, либо нет, хочется, не хочется, нравится, не нравится. Мужчина здесь ничего не решает, мужчина лишь только предлагает. Мостик наводит именно женщина. Смотрите, наверху у вас дельфин, очень красивый большой дельфин. Это очень хороший знак. Дельфин, и, кстати, вот такая прям кирка, видите ее, вот она у вас тут нарисовалась. Дельфин говорит о романтике, о каком-то, знаете, самопожертвовании, какой-то вот однолюб человек, да, вот любит, готовы на все ради вас. Даже вот этот женатый может быть однолюбом, то есть вы можете быть спокойно уверены, что вы любовь всей его жизни. Но опять же таки он слабенький и он очень нерешительный, поэтому все неприятности и происходят. Следующий момент, да, вот дельфин, это романтика, это очень хорошее время, когда человек полностью может раскрыться, и человек вплоть до того, что может даже пожертвовать чем-то ради любимой, там, жизнью, здоровьем, но, к сожалению, не, например, браком. Да? Вот. И кирка мне говорит о том, что над всеми отношениями нужно работать. Нужно работать, причем работать должны оба, как мужчина, так и женщина. И тогда эти отношения могут преобразовываться, принимать форму, принимать очертания. Вы понимаете, с вот этим женатым, если бы вы были более такая стервозная, если бы вы были более активная, вот прям, ну, я не знаю, этого человека дома у себя закрыли и сказали, все, теперь ты мой, и никуда ты отсюда не уйдешь, вот что хочешь делай. Он бы, конечно же, остался. Но вы не такая, вы всегда даете ему выбор, вы всегда даете ему свободу, вы всегда говорите, ну я тебя жду, ну я надеюсь, ну я мечтаю. И поэтому вот такая ситуация происходит. Мои дорогие, я вижу, что вас любят хорошие люди. Да, может быть, не совсем решительные, может быть, немножечко закомплексованные, но в этом виноваты вы, потому что вы классная, потому что вы яркая, потому что вы особенная. За это они, кстати, вас и любят. Ну, наберитесь терпения, обязательно вы узнаете, услышите, вы поймете. Дальше, как вам поступать, решайте каждая сама. Я тут вам не подсказчица, я лишь только читаю оракулы и даю вам советы, которые оракулы показывают. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.